Ассаляму алейкум, дорогие телезрители, мир вам и милости Всевышнего. Хвала Аллаху Господу всех миров. Прошу у Всевышнего особые величия и благословений и пророку Мухаммаду, и всем его братьям, пророкам и посланникам, от Адама до последнего, включая Иисуса и Моисея. Воистину, их религия одна. Не может быть, чтобы Бог послал разные 2 или 3 или 4 религии, и они друг против друга. Религия Бога одна. То есть, это религия, которая дает нам знать о том, что мы должны поклоняться Богу и признавать и при этом, что есть Божий закон. Это по-арабски шариат. А в зависимости от соблюдения, то уже религиозные люди разные. Бывают нарушатели, грешники, бывают богобоязненные, благочестивые. Вот это по-арабски слово «ислам». А тот, который придерживает эту религию, то мы говорим «мусульманин». Бывает мусульманин благочестивый, может и мусульманин грешник. Вот. Главное, чтобы прежде всего было верное убеждение в Бога и в Его послании. Дорогие, некоторые ищут себе невесту, и некоторые женщины подбирают для себя жениха. Но мы говорим, это хорошо, если в результате на самом деле думают о том, что хотят образовать чистую ячейку общества, потому что общество состоит из здоровых семей или из других. А здоровое общество – это значит здоровая семья, прежде всего. А как выбирать своего партнера жизни? То некоторые ищут, кто состоятельный, мужчина или женщина. Кто-то ищет, у кого есть какая-либо должность. Сейчас надо как-то момент использовать. Кто-то ищет, у кого внешняя красота и здоровье тела. А некоторые ищут, какое поведение у человека. Он покорен Богу или нет. Он поклоняется Богу или нет. Он соблюдает повеление Всевышнего или нет. То тогда и в зависимости от этого выбора, то появляются у нас разные ячейки общества. Я хочу указать на ту ячейку, которая помогает в оздоровлении общества. Оздоровление общества, когда есть благословение Всевышнего. А благословение Всевышнего будет, когда у нас есть соблюдение. То красиво, когда человек и состоятельный, и имеет здоровое тело, и имеет хорошую работу, и соблюдает религию. Давайте так рассуждать. Если он и здоровый, и красивый, то нет гарантии, что он не может попасть в какую-либо болезнь или попасть в какую-либо аварию. А в результате что будет? Это уходит. А если у него есть какая-то должность, и он состоятельный, то бывает возможность, что бросит работу, увольняет его от работы, или бывают какие-то случаи, что он потеряет свое богатство, тоже такое бывает. А что остается? Мораль, культура поведения и убеждений этого человека. Если у него это есть, то если на самом деле качественно он набирал хорошие такие знания, то это всегда ему будет полезно при этой жизни и поможет ему выйти с миром из этого мира. Значит, не забывайте о том, что мы проходим испытания. Иногда у человека есть прекрасная жизнь, есть здоровье, есть богатство, есть вокруг него хорошие люди, которые помогали ему. И бывает иногда другой случай. Заболел, многие бросили его. В жизни это бывает, потому что некоторые не обращают должного внимания на вопрос морали и на вопрос правильного религиозного воспитания. Поэтому я обращаюсь к тем, которые собираются жениться. Особенно обращаюсь к молодым, которые еще опыт не имеют.
то ислам, да, предлагает и интересует молодежи, чтобы они пораньше женились или вышли замуж, но чтобы знали, какой у них выбор, что в результате образования семьи будет. Потому что есть такие, которые думают о том, что женится сегодня, если потом надоедает, то и выбрасывает эту жизнь. То нельзя. Особенно те, которые думают о том, что ищут только прекрасную жизнь, а при первой трудности, то он уже отворачивается и не признает никого и не берет на себя никакую ответственность. Все равно есть ответственность. Поэтому я перечисляю, что требуется при заключении акта бракосочетания. То есть такие школы, которые говорили о том, что если невеста еще неопытная, еще ни раз не была замужней, то чтобы кто-то выступал от ее имени. Если есть отец, мусульманин, то отец выступает от ее имени. Если нету отца, то старшего брата дается. Если нету отца, то тогда старший брат выступает для заключения бракосочетания. Если никого нет из родных, то тогда судья. Если есть имам данного района, то он выступает как защитник для этой невесты. Потому что, может, она не думает о последствиях заключения акта бракосочетания. В исламе есть и заключение акта бракосочетания, и есть возможность развода. А надо, чтобы кто-то защищал ее. А при заключении бракосочетания у нее есть такая особенность в ее пользу, то она может и требовать, что хочет, что дозволено в религии. Чтобы жених научил ее какую-то полезную профессию, или чтобы он купил ей, например, квартиру, или дал какую-либо сумму, или что-то другое. Не обязательно сразу. При заключении акта бракосочетания он должен брать на себя обязанность соблюдения того договора. В исламе есть договор, какие права и обязанности сторон, но есть пустой пункт, это в пользу невесты. Это то, что по-русски называли калим, и объясняет, как будто бы родители отдали невесту жениху и брали от него что-либо. Это не так. Этот свободный пункт – это в пользу самой невесты. Она может что хочет и требовать, или какие-то суммы, или какие-то имущества, или может не сейчас, а при разводе, для того, чтобы обеспечить себе после развода или при смерти мужа. Вот это из пунктов. Кроме этого, надо, чтобы были два свидетеля, мужчины, мусульмане. А некоторые требуют, чтобы были достоверные мужчины. Не просто любые мужчины, которые не молятся и могут обманывать, и завтра скажут: нет, мы не были на акте бракосочетания, мы не знаем, что это невеста для этого человека. Все эти вопросы – это для защиты невесты. Кроме этого, если она состоятельная, это не значит, он уже муж живет за счет своей жены. Нельзя. Сколько бы ни было богатой, он обязан обеспечить семью. То есть он обязан ей и расходовать на ее содержание, и обязан тоже содержать и своих маленьких детей, которые не достигли зрелости. Это входит в его обязанность. Поэтому, дорогие, будьте внимательны. Вы выбираете того, который помогает вам правильно жить. Потому что если она состоятельная, это не значит, он уже женится на нее, и она уже расходует на содержание семьи. Если у нее есть квартира, это не значит, она обязана давать ему жить у нее. Она может сдавать эту квартиру чужим, и он обязан обеспечить жилье ей. Вот религиозные знания помогают нам и правильно образовать здоровую ячейку общества. Поэтому, дорогие, не спешите, не спешите. Сегодня вы спешите, а завтра начинаете уже думать о том, что как жаль, почему я это не знал. То наберите религиозные знания. Поэтому в религии у нас такой принцип. Перед тем, как что-то делать,
или заниматься каким-либо вопросом, должен знать, что говорит религия об этом вопросе, что дозволено и что не дозволено. И хочу обращаться к тем, которые думают о себе, что они такие грамотные в религии и знают, что такое халяль, и решают жениться на какую-то женщину, а через день давать ей развод. То все равно алименты ты обязан на протяжении 3 циклов ощущений этой женщины. И сюда входит обязанность обеспечения жилья и расход на ее содержание. И если она беременная, то ты обязан содержать ее до рождения ребенка. И обязан после этого содержать ребенка. Значит, все это входит в вашу обязанность. И хочу говорить тем, которые не обращают на это должное внимание, что пророк сказал, что Бог не одобряет такое дозволенное дело, что жениться ради того, чтобы вкусить этого человека. Бывает, что женщина выходит замуж, потом думает, что бросит мужа, или мужчина женится на какую-либо красивую женщину, чтобы потом, после того, как он временно живет с ней, бросит ее и уходит. Несмотря на то, что могут они правильно заключать акты бракосочетания, но это нежелаемое. Жизнь не ради этого. Нельзя при встрече первой трудности бросать своего партнера или своего любимого. Мы не должны забывать о том, что сегодня у тебя здоровье, а у другого нет, а может завтра наоборот. Сегодня у тебя нет богатства, а у другого есть, а может завтра по-другому. Нам надо правильно смотреть на эту жизнь и думать о последствиях нашего решения. Я прошу вас, наберите религиозные знания и поступайте согласно этим знаниям. В этом есть спасение, как и в этой жизни, как и на том свете. Вассаляму алейкум ва рахматуллах.